В гримерной комнате идут последние приготовления. Гример-девушка наносит актерам грим, демонстрирующий, что у них отсутствует зрение. Старт и дан, актеры входят в роль, зрители замерли. Главный герой пьесы Нуньес попадает в изолированное от внешнего мира селение, о котором слышал легенду. Всех его жителей поразила болезнь, ведущая к потере зрения и передающаяся по наследству. А после землетрясения пути в большой мир были отрезаны. Режиссер постановки и актер театра Денис Бабурин рассказал, что всего в подготовке пьесы приняло участие около 20 человек, 12 из которых это актеры. Спектакль о жизни, об окружающей даже действительности и, конечно же, о любви. Потому что если нет любви, то никому не интересно смотреть, что происходит на сцене, что происходит вокруг. Вот. Актеры наши, я бы сказал бы, не сказал бы, а я с уверенностью заверяю, что на самом высоком уровне, как на республиканском, так и на, будем говорить, на уровне СНГ, на мировом уровне. Мы ничем не хуже других театров. Художественный руководитель Гагаузского национального театра Михаил Гагаус работает на сцене с 2001 года. В этом спектакле он играет роль старца. Для Михаила это уже 40-я роль. Эта роль очень сложная, она более такая, заставляет задуматься, она такая философская, и были такие же такого рода спектакли, но они были более-менее умеренные такие, здесь они более раскрытые. Актер Гагаузского национального театра Андрей Реджепов играет роль мальчика, который на протяжении всего спектакля наблюдает за всем происходящим. На вопрос, легко ли было вжиться в роль, Андрей ответил, что это был достаточно кропотливый процесс поиска этого образа. Я искал, смотрел фильмы, черпал какие-то образы из других персонажей. Но в итоге, даже я скажу, что я еще до конца не нашел его. Я в процессе. Актриса Гагаузского национального театра Валентина Узун играет роль знахарки. Она отмечает, что ее роль немногословная, однако она показалась ей многозначительной. В этом спектакле макияж у всех актеров одинаковый, просто подчеркивается слепота. И все. Остальное все это природный процесс, потому что это незрячие люди, они не могут себе какие-то нанести дополнительные какие-то средства. На протяжении 2 часов актеры Гагаузского национального театра завораживали зрителей своей игрой. Спектакль «Страна слепых» был поставлен на 2 языках – гагаузском и русском. Елена Радкогла, Сергей Георгиев, Новости ГРТ.